Наше вам пламенное здрасте, люди добрые. На 104.5 начинает свою бурную кипучую деятельность клуб любителей поболтать о том, о сём, найти в этом том и в этом сём какие-либо плюсы, откопать какие-либо минусы и снова закопать их куда-нибудь поглубже. Сегодня по той простой причине, что сегодня среда, у нас вот эта вот беседа проходит на троих. Здравствуйте, друзья. Да, сегодня у нас большая телеверсия. Это значит, что к нам присоединятся, ну, правда, чуть попозже еще и телезрители 10-го канала. Но мы, как вы знаете, вот в ходе этих еженедельных встреч, в том числе с участием гостей, стараемся поднимать какие-то важные темы, ну, когда-то очень важные, когда-то не очень важные, но, тем не менее, все они актуальные для нашего региона, и вот сегодня мы решили замахнуться на Вильяма нашего Шекспира. В общем-то, да. Важнее и актуальные темы придумать очень сложно. Естественно, главная новость нашего региона не только этой недели, не только этого, я не знаю, месяца, года, наверное, точно совершенно, это смена руководства. Не года, а годов. Лет, наверное, да. Годы мы ждали этого всего. Да, 8 лет главой республики был Владимир Дмитриевич Волков. Теперь, совершенно с иными, наверное, мы мыслями смотрим в будущее. И в Мордовию приехал пока в качестве исполняющего обязанности главы республики Мордовия Артем Алексеевич Здунов. В связи с этим наверняка намечаются серьезные изменения вообще в целом в правительстве Республики Мордовия. Согласитесь, что все эти вещи обсудить нужен человек, который в теме, который неравнодушен, который вообще... И который не боится. Да, это тоже важно. Итак, друзья, сегодня у нас в гостях общественный деятель, экономист, что важно для нашего будущего разговора, Владимир Шигуров. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, Владимир. Вообще, как вы оцениваете вот такие нововведения, так сказать, пришествие новых людей в наш самый Белый дом? В целом положительно воспринял, хотя, конечно... Кстати, неожиданностью стало вот это? Всегда такие, как зима всегда неожиданно наступает. Угу. И это тоже. То есть, наверное, это тот случай, когда уже ждать перестали, уже решили, что никогда этого не случится, и тут оно неожиданно вдруг произошло. Наверное, с этой точки зрения оно было неожиданно. По большому счету, если мы будем строить демократическое общество, вообще, конечно, это неправильно, что мы узнаем о кандидате, что нам его присылают, мы узнаем о нем по факту, а не сами выдвигаем его из своей среды. Это, конечно, было бы более гармонично, более демократично, более правильно, но так как наше общество, получается, никого не выдвигало, молчало, и, как всегда у нас столетиями принято, мы ждем, что нам назначат какого-то хозяина, то, естественно, так и нам привели, и наша уже задача его оценивать, смотреть. Любить и жаловать, да? Да. Или заранее искать какие-то, может быть, что, может, он к чему-то плохому придет, или к чему-то хорошему, думать над этим, в общем. Мы сегодня как раз этим и будем пытаться заниматься, по крайней мере, да. Информации у нас не так много. Конечно, весь интернет в нашем распоряжении, но, опять же, это такое подспорье, которое, надо понять, как трактовать, потому что человек занимал должности достаточно высокие. Давай про человека, который новый, мы поговорим чуть попозже. Давай мы сначала как-то немного дадим какую-нибудь такую оценку с экономической точки зрения тому, что было сделано за те 8 лет, пока во главе республики стоял Владимир Ильич. Как вы оцениваете его деятельность? Во-первых, бросается в глаза то, что при нем огромные темпы строительства, потому что он, начиная с 70-х годов, вроде бы о нем говорили, что он чуть ли один из лучших управленцев стройотрядов, и он в этом хорошо разбирается, и поэтому темп строительства высокий, и много всего строит, и даже получается так, что Мордовия среди лидеров по недостроенным зданиям, но это, видимо, издержки того, что зато в целом... Главное, начали строить, а там... Главное, начать. Да, достроить-то можно попозже. Второе, если оценить, бросается в глаза, самый большой объем долга, но ведь это долг был для того, чтобы поднять уровень для выполнения майских указов, поднимали уровень зарплат служащих региональных организаций, учреждений, предприятий, и эти деньги, они
как бы использовались тоже, получается, для людей. Поэтому, в принципе, вообще в том, что растет долг, я считаю, ничего, как бы, по большому счету, плохого нет. Если долг растет, это значит, региону доверяют федеральные инвестиции, банки, как бы половина долга, это, по-моему, коммерческие банки, значит, банки тоже доверяют руководству региона. Поэтому главное, чтобы доходы росли, рос уровень жизни. Нет, подождите секундочку. Я все-таки хотел бы понять. Я не экономист, в отличие от вас. Из тех цифр, которые мне доступны, это то, что у нас госдолг в 2 раза больше, чем бюджет региона. Да. И такого нет вообще ни в одном регионе страны. Я на себя это примеряю, да? То есть это получается, я должен в 2 раза больше, чем зарабатываю. Для меня, как для человека, такая ситуация была бы критической. И почему для региона это не страшно? Но и вот если, как бы, Денис, вы были главой региона, и перед вами стояла задача повышать ли уровень жизни, как бы, населения Мордовии за счет привлечения, как бы, средств, которые мы не можем погасить в ближайшие годы, и понимаю, что население Мордовии отблагодарит вас за рост зарплаты, я думаю, вы тоже бы пошли по этому пути. Другое дело, дали бы вам в долг в Москве и банки или не дали. Вот руководство Мордовии давали в долг, значит, доверяли, что они, в принципе, будут погашать. Они... Во-первых, не они, потому что сейчас отдавать уже другой человек. Ну, в общем-то, да. А рост благосостояния, это реально на чем-то основанные факты? Вот за последние 8 лет благосостояние жителей Мордовии... Потому что сейчас, мне кажется, вот если бы была такая возможность, вот все те, у кого это благосостояние так выросло, они бы сейчас сказали вот то, что они думают по поводу всего этого. Да, у нас уровень жизни один из самых низких в России, но не из-за того, что у нас слишком большие привлечения, как бы, из-за того, что растет долг, а он по другим причинам, потому что у нас экономика почти государственная, монополизированная, нелиберализованная, очень много регуляций, очень невысокое доверие к власти, предприниматели не чувствуют себя защищенными, не хотят инвестировать, но уровень жизни повышается за счет привлечения, как бы, кредитных средств и бюджетных, и он растет, но если обществу не нравятся темпы его роста, общество меняет власть. Если или меняет регион. Или меняет регион проживания. Вот. А это уже опять вопрос об обществе. Как бы нормальное общество, оно должно улучшать систему организации во власти, должно менять власть. А есть такие механизмы? Законными способами. Если механизмов нет, их во всех обществах когда-то не было этих механизмов. Но разные общества создавали для себя эти механизмы. И это огромный труд, огромные затраты времени свободного. И пока наше общество не хочет тратить свое время для того, чтобы создавать в стране или в регионе демократию. И поэтому, естественно, уровень жизни растет вот так, как он растет. Как вы оцениваете вот именно кандидатуру, ну, это же уже не кандидатура, это уже, то есть, я так понимаю, вот решенная личность такая, Артем Сдунов, что он из себя представляет как, ну, потенциальный, для него это, я так понимаю, первый опыт именно нахождения на посту главы региона. Для него это такая, ну, по карьере это, ну, ступенька вверх. Причем такая не слабая, мягко говоря. Да, но, возможно, по масштабу задач для него, возможно, это снижение ответственности, потому что он руководил экономикой 4-миллионного Татарстана, потом председателем правительства 3-миллионного Дагестана, и вот руководит республикой, население которой в 2 раза меньше, чем население Казани. Но зато здесь он уже занимает, получается, такая политическая должность и отвечает за весь регион. Как я его оценил? О нем есть такие данные, что, например, он снизил долг Дагестана в 1,5 раза, доход бюджета Дагестана, он около 3 лет руководил, на 80% выросли. Госдолг Дагестана с 14 до 9 миллиардов снизился за время его работы. Но, опять же, сравниваем, да, 14 было в Дагестане, у нас 50. В этом году из-за коронавирусной, как бы, пандемии многие регионы в стране теряли собственные доходы, и из федерального бюджета компенсировали эти потери. И известно, что Дагестану
компенсировали в 10 раз больше, чем он потратил, он как бы недополучил. Но я думаю, в принципе, вообще в последние десятилетия и Дагестану, и некоторым другим республикам, в том числе Мордовии, очень много датировали, больше, чем их доходы. Но я думаю, это тоже как бы заслуга вот Артема Алексеевича, что он умеет выбивать деньги, ну, в кавычках, из Москвы, что ему доверяют, что эти деньги будут потрачены как бы эффективно, и он, значит, сумел организовать работу ведомств, министерств, как бы организации Дагестана для того, чтобы они подали и правильно оформили заявки, которые он смог уже лоббировать в Москве. Кстати, любопытный момент. Вот я пытался, ну, опять же, это сложно сделать, не общаясь с людьми, но вот по тем данным, которые есть в интернете, за счет чего удалось, вот скажем, вот такого роста добиться доходов, да, вот в Дагестане. И, как я понял, очень большую роль в этом сыграло то, что ему удалось вывести в белую очень много бизнеса, который до этого не приносил налогов в бюджет. Эту проблему удалось решить. И пытаясь вот это все, скажем так, проецировать на Республику Мордовия, а у нас такой трюк пройдет, у нас вообще где-то, у нас вообще как с производством, пусть даже хотя бы серым, как его называют, да, который, может быть, где-то пытается найти возможности уйти от налогообложения. Я думаю, по большому счету, пройдет везде, в любом регионе, в любой стране. Вообще экономика, она развивается через всеобщее как бы разгосударствление, снижение регуляций, демонополизация всех крупных предприятий и либерализация экономической жизни, и выведение из тени, если он действительно, если это, как сказать, не комплимент ему, а это правда, что он успел за 3 года вывести из тени там крупную часть как бы доходов Республики Дагестан, то, конечно, у нас, в общем, вообще никаких сомнений, что если предприниматели Мордовии будут доверять власти, будут, как сказать, понимать, что если они откроют доходы, у них не будут повышать открыто или тайно налогообложение или штрафовать их излишне, чтобы вот изъять себе эти доходы, ну, даже если на государственные цели, то, я думаю, вообще никаких сомнений, что доходы будут расти. Но вообще, по большому счету, если можно, вот и надо ведь ставить большие цели, как бы жизнь одна, и в том числе у главы республики, у нового будущего, если его изберут, если результаты голосования будут как бы официально положительные в его пользу, то вообще, я думаю, надо брать, я как-то года 2 назад проанализировал, сравнил Мордовию с Южной Кореей. И Южная Корея, она входит в 10 по уровню экономик мира, но по территории и по погоде в целом это как Мордовия. То есть, но они же, у них население в Южной Корее в 64 раз больше, и в 420 раз больше экономика, и у них 111 аэропортов, и там в десятки раз больше и железнодорожных путей, и автомобильных дорог. Надо брать вот с них. А как можно брать? Нужно... Нарожать людей сначала, да? 64 миллиона. Нет, они приедут сюда, они со всей России приедут. И надо просто действительно... Вот, кстати, вот Артем Алексеевич, наш временно исполняющий обязанности, он себя как бы позиционирует, что он и пришел из академической науки, ну, он и в университете, и из университетской науки, академической науки, и он себя, как сказать, основывается на правилах экономической политики, дело, в общем, в создании им команды. Вот он уже проводит ряд встреч, подбирает себе, наверное, лучших государственных управленцев России. Если они согласятся приехать в Мордовию на уровень оплаты труда, на уровень условий труда, то если будет команда, если он будет проводить экономическую политику по демонополизации экономики, по снижению регуляции. Вот у нас, допустим, с 1 января есть регуляционная гильотина, бывший министр экономики Орешкин сделал. И вот надо сделать, чтобы в Мордовии были самый высокий темп по отказу от государственных регуляций, чтобы максимальные темпы разгосударствления экономики. И вообще нет сомнений, что за несколько лет
Мордовия покажет самые высокие темпы роста во всей России. Все дело, а у него есть все полномочия у главы республики. А можно чуть понятнее? Я вот не очень Разгосударствление экономики. А что у нас государственно осталось в нашей экономике? Вот какие именно, я не знаю, предприятия, которые, какую-то солидную, я не знаю, долю налогов оставляют здесь в региональный бюджет, они принадлежат именно государству и управляются именно кем-то, людьми из государства, то есть из республики имеется в виду. Что это за предприятия такие? Или имеется в виду, может быть, участие государства вообще вот в таких экономических отношениях, там, между субъектами этих самых отношений, там, не знаю, предприниматель, там, покупатель и так далее? Может быть, слишком много государства влезет в наши вот 100% дела? Много лезет, и от этого низкий темп экономического роста. По большому счету, все предприятия, даже если они формально независимы, они понимают, что если они как бы поверят, что они независимы, то им будет трудно. Всю землю, которая есть в республике, нужно, чтобы она была доступна для предпринимателей. Все предприятия, которые сегодня отчитываются перед республикой, чувствуют себя зависимыми от республиканского бюджета, от заказов, от того, на чьей земле они находятся, какие услуги, потом коммунальные услуги. И очень много таких невидимых ремней у этих предприятий. Если вот Артем Алексеевич все это снимет, сделает предприятия независимыми от государственных служащих, и все государственные служащие будут выполнять, даже вот есть огромные государственные заказы, которые даются предприятиям, и по которым чуть ли не десятилетиями государственные организации не платят. То есть нужно это доверие установить, нужно либерализовать экономику, освободить их от государственных ведомств, от государственных организаций, от государственных регуляций, и 100% пойдет экономическое развитие. Не так давно мы начали отходить от того, что, то есть, что мы платим? Мы платим минимум, и все, мы МРОД платим, а все остальное либо там как-то в серую, либо как-то еще вот и не устраивает, иди ищи работу в другом месте, в нашей славной республике. Попробуй найди. Да. Ну вот я как бы правильно, что вы про зарплату сказали, это главная тема, которая как бы беспокоит, что у нас одни из самых низких в России зарплаты и, соответственно, уровень жизни, и в целом счастье от жизни при таких зарплатах. Но заходить в решение вот этой проблемы повышения зарплаты, мне кажется, с другой стороны, надо не ругать предпринимателей, их как бы обвинять в их там моральности, что они не любят людей, а экономически. Как бы зарплата — это стоимость как бы труда работника. Для того, чтобы повысить стоимость, надо повысить спрос на этого работника. А для этого должно расти в республике число работодателей. Вот, кстати, я думаю, вот тоже по поводу задач новому временно исполняющему обязанности главы республики, я думаю, задачу надо поставить. Давайте поставим. Да, давайте. Записывайте, Артем Алексеевич, пожалуйста. Пункт 1. Вы не будете ставить задачи. Я поставлю. От нас троих. Значит, во-первых, он может поставить задачу, чтобы увеличить, если сейчас 800 тысяч населения живет, в 1,5 раза меньше, чем в Казани, в котором это его родной любимый город, и он занимался краеведением своего родного города. Если к концу срока его правления население вырастет, допустим, на 1 миллион человек. На или до миллиона? Да, на 1 миллион человек. То есть было 800 тысяч, станет 1 800 000? Да. Тогда это будет очень заметный результат, и они это будут более хвалить. Чем заметные результаты будут. Потом, если в несколько раз увеличить внутренний региональный продукт, если ему, допустим, удалось в Дагестане на 80%, а здесь количество лет увеличивается несколько раз, значит, он не только доходы, но и в целом экономика может вырасти. Но самая главная задача, вот он уже выступал, ставил задачу перед руководителями ведомств, что нужно увеличивать количество рабочих мест. Все-таки как бы это правильно, но рост зарплат будет происходить не после увеличения количества рабочих мест, а после многократного увеличения количества работодателей. Нужно не у тех же работодателей расширять, потому что это не растет зарплата. Нужно создавать условия, чтобы в десятки раз увеличилось количество работодателей, чтобы... То есть на один тот же объем зарплаты не нужно его размазывать на большее количество работников. Да, на количество штатных единиц. Ну и в целом
чем больше работодателей, тем вот почему растут зарплаты как бы в информационных технологиях, или там в спорте, или в шоу-бизнесе, потому что там высокая конкуренция, много работодателей, каждая организация хочет себе выманить хорошего сотрудника, и поэтому рост зарплаты растет. Хотя, может быть, сторонним людям кажется, а зачем им такие высокие зарплаты? Это чисто экономическое следствие. И если в Мордовии там в 100 раз вырастет число работодателей, автоматически, вы удивитесь, что автоматически зарплаты будут даже, расти. может, они бы не хотели поднимать своим сотрудникам, может быть, они... Они плакать будут, но будут поднимать, да. Расстраиваться будут. Вот вы говорили про те, как бы, показатели, которые можно было бы поставить перед новым главой, чтобы мы с вами приняли и, там, его работу как успешную, да, там, и повышение численности населения, и рост там работодателей и так далее и тому подобное. Ну, с одной стороны, это звучит немного как, знаете, рецепт одного тоже такого деятеля, который говорил, что для того, чтобы победить эпидемию, нужно всех вылечить. Всего лишь навсего. Как этого добиться, скажите, пожалуйста? Надо увидеть, какие у нас есть у республики конкурентные преимущества. Вот, например, наши выпускники образовательных учреждений как бы замечены в том, что они занимают лидирующие места в соревнованиях, в том числе наша компьютерная организация по созданию компьютерных игр, там, программное обеспечение. То есть, если это наше программное обеспечение, это наше конкурентное преимущество, надо, допустим, вот на 4 года освободить от налогов все компьютерные предприятия, которые у нас работают. Это так ими все станут сразу компьютерными. Все пекарни, все прачечные, все маникюрные салоны сразу станут компьютерными предприятиями, честное слово. Ну, это задача налоговой, чтобы она умела цифровая пекарня. Конечно. То есть не все, что цифровизируется, а именно вот те, кто создают программное обеспечение, или как-то вот создать, ну, вот для этого как раз существует чиновники, если они нужны для чего-то, то только вот для этого, для того, чтобы создать правила игры, которые будут стимулировать наиболее выгодно для республики сферы производства. Вторая идея, допустим, вот у нас сейчас пандемия во всем мире, и уже известно, что вакцина, которая произведена в России, она будет производиться не в Мордовии, а в Южной Корее. 150 миллионов штук как бы вакцин, а уже там заказ на более миллиарда, и в Южной Корее будет стоить. Почему? Будет стоить, вернее, производить эту вакцину Южная Корея, а не Мордовия. А вообще не Россия. Потому что вот об импортозамещении много лет говорили, но все это оказалось пустословием, и никаких условий для импортозамещения не было создано. А если было создано, и, допустим, вокруг биохимика было, допустим, не один монополист, а сотни биотехнологических компаний, были созданы условия для них, они со всей России здесь бы создали консорциум, сейчас бы они установили производственные мощности, и Мордовия за 1 год было бы самые высокие темпы налоговых доходов, благодаря тому, что за несколько лет до этого мы подготовились к тому, что нужно будет производить. Потом у нас есть еще один из крупнейших налогоплательщиков у нас лагеря в Мордовии. И это налогоплательщики? Они тоже платят, да, насколько я знаю, налоги в региональный бюджет. Кстати, вот вы говорили по поводу обеления доходов. Я думаю, там большая и уже МВД Мордовии уличает. А ты не помнишь разве ту ситуацию, когда кто-то из таких умных голов объяснил такую невысокость, скажем так, мягко, зарплат в Мордовии тем, что у нас очень много лагерей, и зарплаты как бы вот этих вот сидельцев там, они тоже, в общем-то, учитывали в общем котле всех получающих зарплату людей в Мордовии. Но... Да, даже такой аргумент был. Смешно, да. Исполнительная власть нашей республики наверняка претерпит серьезные изменения. В каком процентном соотношении это будет, сложно предугадать. Например, в Дагестане сейчас полностью правительство отправлено в отставку исполняющим обязанности. Но это формальная процедура, на самом деле. Ну, формально, неформально, но, в общем, я думаю, и в нашей республике сейчас начнутся серьезные перестановки. Вот вопрос Владимиру все-таки, на ваш взгляд. Во-первых, у нас сейчас 14 министерств работающих, скажем так, функционирующих. Есть ли, на ваш взгляд, среди них, может быть, лишние, которые, скажем, можно было бы упразднить? Или, наоборот, нужно какие-то добавлять нам вот в условиях нынешних? Все министерства лишние.
чем меньше государственных... Вычеркиваем. Министерство образования тоже? Министерство здравоохранения? То есть нужно поставить задачу за несколько лет государствовать всю экономику, доверить решение таких отраслевых вопросов ассоциациям, организации в этой отрасли. А там какая разница, как корабль не назови, да, то есть в ассоциации или не министерство? Оплачивать за счет, не отбирать у эффективных предпринимателей деньги для того, чтобы отдавать их чиновникам, которые не смогли реализоваться, быть выгодной экономике, и чтобы они разделяли на свое усмотрение, понимая, что у нас нет обратной связи, нет независимого парламента, нет демократии, поэтому они чисто на свое усмотрение. Это, грубо говоря, они редко бывает, что они эффективно распределяют, поэтому чем меньше государственных служащих, тем лучше, чем меньше ведомств, министерств, государственных предприятий, учреждений, тем лучше. Все нужно стремиться к тому, чтобы максимально гармонично вести к полному отсутствию государства. А есть какие-то примеры реальные? Чиновник как класс, он вообще отомрет, я так понимаю. Ну, только не уничтожать, потому что... Ну, естественно, жалко, да. Нет, подождите, а реальные какие-то примеры есть? Потому что вот он не отомрет. В ведущих странах, хорошего там нет. Европейских, допустим, где уровень жизни, к которому мы стремимся, да, там все равно есть эти министерства, там есть министры, то есть там от этого не отказались. Почему мы должны отказываться? Вот как раз, если бы европейская бюрократия не была и не нарастала как последние десятилетия так сильно, там уровень жизни был бы еще выше, потому что очень большое количество денег там расходуется именно европейской бюрократии, и поэтому Британия вышла из Евросоюза, потому что для большинства населения и элиты Британии нет сомнений в том, что деньги, забираемые от предприятий в Брюссель, расходуются неэффективно. Поэтому во всех странах нужно идти к тому, чтобы все решали союзы предприятий. Вот у нас есть союзы предпринимателей, Российский союз промышленных предпринимателей, в каждой отрасли, в каждом сфере культуры есть свои союзы, там только должно быть честно избираться действительно самый достойный, должна быть открытость процедур, и они потратят наиболее эффективное средство. Вот ключевое слово, по-моему, всей нашей беседы — эффективно. Об этом мы говорили и применимо к новому главе республики, пока еще исполняющему обязанности. Об этом же мы мечтаем и в преддверии перестановок каких-то все-таки исполнительной власти, чтобы эффективная была работа и, опять же, средства, которых у нас очень мало у республики. Их просто жизненно необходимо эффективно расходовать. В общем, можно модернизировать наш завет новому главе, да. Вот то, о чем мы говорили, пожалуйста, выполняйте и делайте это эффективно. К сожалению, время наше истекло. Как я говорил, часа будет мало. Владимир Шигуров у нас сегодня был в гостях, общественный деятель. Огромное вам спасибо. Очень интересно было с вами поговорить о всем на этом насущном. Плюс-минус на сегодня сворачивается.